На этой неделе президент страны посетит город Семей с рабочим визитом. Ахлбек, к нам приедет президент страны. Ты как начальник УП возглавишь кортеж. Я? Так не пойдет. Видеть, Гиль, Бекс, Ильяс, Сель, Джаз. Толпой соберитесь. Валите нахрен из этого города! Да пошел нафиг этот шеф. Будем мы в этом кортедже. Запомните, мужики, мы в этом городе первые, понятно? Это кто? А, хор! Вообще-то мы боди. Боди-хор! Смешно. Мы гражданцы с ним. Жюльму ты не вышиб? Что вы сказали? Имамбек! Вау! Мусора конченые! За мусоров ответите! Мама! Вы уволены все! 10 апреля, вправо прими, говорю! Мы обрастаем связями. Уважаемый зритель, всем ассаламу алейкум. Вот мы решили собраться все вместе и ответить на все ваши вопросы, которые вы пишете в комментариях. Нам даже самим интересно это все рассказать. Да? Че, поехали? Ехала. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Лайк, пацаны, лайк, пацаны. 10 апреля, вправо прими, говорю! Давайте начнем с того, что нам уже 10 лет. Да, наконец-то мы сняли фильм за 10 лет. Просто долго копили. Инфляция сколько раз была. Вот вроде бы накопили, опять инфляция. Накопили деньги и сняли фильм. Дильшат опаздывает постоянно. Дильшат постоянно опаздывает. Поэтому... Да. К сожалению, Айдар не смог прилететь, потому что все деньги ушли на фильм. Вот, поэтому мы сами собрались. Ну, самый главный вопрос, да. В «Патруль» был написан в 2014 году, а первая серия снята в 2015 году. И нам ровно 10 лет. И благодаря вам, уважаемые зрители, мы радуем вас, и вы радуете нас, что смотрите нас на протяжении 10 лет. Поэтому вам большой рахмет. Шеф, давайте, рассказывайте, вот как вас вообще пригласили на этот проект? Нам всем Меня интересно. вообще-то пригласил Ахлбек Досшанов, предложил роль. Сказали, что на русском языке. Но я побоялся. Потом как-то получилось, он меня уговорил. Приехал, потом на кастинг Анвар Маджони. Ты, по-моему, был, да? Нет, там... Берег был. А, этот, Махоня был. Ахл нам сказал, короче, я говорит, классного актера нашел. Он говорит... Ой, так ты не скажешь. Серьезно? Это не про вас, про меня. Сейчас про меня. Не, реально, я сейчас врать... Чего мне врать-то? Біздің братан ешқашан өтірік айтпаған ғой. Болды. Кути кривер бермеші? Хотя Кутин, да, кривер. Да. Когда я вру, я сразу говорю, там, вру, ну или улыбаюсь, или там смеюсь. Тут конкретно мне сказал Ахл. Потому что мы выбирали, я лично выбирал другого актера. Да. В смысле, я искал других актеров. Но Ахл говорит, классный актер есть, короче. Вы, говорит, посмотрите его. Я, говорит, не настаиваю. Вы просто посмотрите на него. По-моему, он, говорит, раньше в театре снимался. Не снимался. Играл. Ой, извините, играл, да. А потом Тамада, говорит, ведет еще. Тут... Про меня. Стример. Да. И говорит, стрима не тогда было стримера не было. Ну, и мы такие, ну ладно, давайте посмотрим. Рус был здесь, да? Вот. Маджони потом... был, Анвар. Да, Анвар потом такой, давайте. Потом смотрим на вас, вы там орете, что-то делаете. Мы такие, о, прикольно, давай. И вот так вы попали в нашу команду. Ну, не жалеем об этом. Оставили меня, ну, первый сезон. Ну, думали, стрельнуть, не стрельнуть. Даже не думал об этом. Но как сериал закончился, потом позвонил Махоня. Мы, говорит, сами собрались. Миржан Турибаев. Миржан Турибаев. Он говорит, ну, сами, говорит, еще сказали про себя там, что шефам повезло, говорит, нам. Я говорю, а ну, разве такое бывает? Это про Ахлбекова он говорил, ага. Да, оказывается, про Ахлбека я ему променял. Сонмен, ну, сдружились уже 10 лет, как работаем. Тогда еще Миржан Турибаев был, Мирхан Чернязов. Да. Очень много людей пишут, почему они не снимаются. Если без юмора, у них есть уважительная причина. Да. Если вы хотите эту причину узнать, можете там в гугле что-нибудь набрать, там, мне кажется, информация какая-то выйдет. К сожалению,
они не смогли принять участие. Но я думаю, в будущем, если вдруг мы решим снимать дальше, я думаю, они обязательно присоединятся. И Да, будет обязательно. там 8-й сезон. Да. Вся команда тоже сильно по ним скучает. И, конечно же, без них очень скучно. Это была наша большая одна команда. Да. Поэтому нам пришлось взять этих двоих. Вот так вот. неге осы сериалға ше шеф кастингпен өтті, қалғанын ешкім кастингсіз өтпеді да? Нет, у шефа не то, что такой кастинг, он минимальный кастинг был. Вот там Я прям сам- не конкретный такой большой. Утвержденный братский был заранее. кастинг, да. Жоқ, заранее утвержденный емес енді қой. Айтып тұрған жоқ қой, Сіз столько еще что говорился. Оказывается, именно сол начальниктің рөлі сіздің роль мечты был деп айтады дедіңіз ғой. мечты. Он просто живет в параллельной вселенной. Сейчас он не переключился. бұл басқа сериал екен ғой. Не, Помните, сіз айтып едіңіз Он ғой это про площадка екен. Карапаим Хайрат, да, А наверное? вы знаете прикол, что Медет, короче, он у нас играл всегда гнилого, короче, сотрудника Не, такого. как Помните, сказать, когда он- карьерист. Даже не карьерист. Он такой, Ну, он, ладно, это не смягчайте. Да, Как да. есть, говорите. он такой падкий был, ну такой, Да. короче, хитрый, всех Да подставлял. он себя же играет, по идее. Ну, на самом деле нет, он не такой. Да, ладно. Я же знаю его. Нет, просто зрители подумают Ана, реально. 200 Да, мың ладно, теңгені не. бүгін қайтаратын шығарсыз. Что-то ойланып отырмын мен. Бүгін қайтаратын шығарсыз соны. Нет, и тут, короче, реально у Медета началась депрессия, помнишь? Это после второго сезона. Да, после второго, потому что ему начали люди писать, типа, Да, да, ты да, чё, гнил? Ну, то есть он просто играл свою роль, понимаете? Да. И он мне в один прекрасный момент звонит и говорит, блин, Брус, может быть, чуть поменяем его характер? Это был долгий разговор. Я говорю, почему? Что-то мне хейтит, мне неприятно. Я говорю, Митя, это же твой образ, мы должны все быть разными. Если он тупого играет, ему тоже напрягает же его постоянно. Но это же разные образы, говорю. Да, иногда тоже мне вопрос. Он говорит, я Себя готов, играет, я, или говорит, как? готов тупого играть даже, Да. но не гнилого, говорит. Реально так и Я, было. говорит, хочу тупого, давай я лучше тупым буду. Я говорю, нет, и потом, короче, все, он уже, ладно. Потом вырос, повзрослел, просто понял, что это роль. Просто повзрослел, да, просто повзрослел, реально, потому что я смотрел на это, неправильный взгляд был, Рустем мне все объяснил, и уже, когда мы снимали 5-й сезон в Талдыке, да, помнишь? Да. Я говорил, блин, не хватает вот этого гнильности. Я говорю, мне даже хитрости не хватает, мне чуть не интересно, давай вот здесь вот так сделаем, чтобы было интересно чуть-чуть. Я понял, что эта роль, она должна вот по своему течению идти. И вот по совету Рустема я чуть-чуть потерпел. Он говорит, потерпи, запарил. Мне потом мы сказали, все, ты теперь участковый. А, Помнишь? да. Он говорит, о, прикольно, теперь учится, он же до этого следователь играл. Да. О, участкового, прикольно, давай. И все. Да, с 5-го сезона, да, он начал? Да. Да. На самом деле, вот есть сериал «Мяу», я там играл тоже плохого полицейского, который там крышует. Мне так было легко играть. Оказывается, это второстепенную роль. Ну, потому что всегда доброго играешь, уже приедается же. А тут надо плохого играть, гнилого такого, безжалостного. Я, наоборот, кайфанул от этого. Потому что чуть другой образ, чуть поменялся. Другой амплуа. Уже, да, оказывается, надо менять очень разные. интересно для актера. Антагонист Да. топа. Да, Очень, антагонист. очень И мне интересно понравилось для актера. антагониста играть. Ну, тупого я никогда не буду играть. Вот. А чё я тут тупого играю, да? Почему вы мне А не чё сказали? раньше не Не могли сказали. сказать, пацаны? Да, и Ладно. сейчас очень много зрителей пишут, типа, патруль уже не тот, там, какие-то шутки не смешные, еще что-то. Я вам так скажу, Я вам так скажу, Серик. Да. Серик, Айганым и Ербол. Я вам так скажу. На самом деле нам уже, ну, по крайней мере, мне уже 40 лет, да, там, шефу уже, не будем говорить его Да, возраст, да, Медету уже тоже под 40, да, и нам уже чуть-чуть, те шутки, которые мы раньше играли, чуть-чуть нам уже трудно, понимаете, мы уже повзрослели, и нам сложнее играть. Даже Едель не такой прям сильно тупой, как раньше был. Вот, поэтому, простите нас, но мы уже выросли, поэтому, наверное, крайний сезон в этом году. Вот, ну так, а то много пишут просто. Ну, в принципе, Но каждый мне год никто пишет. не пишет об этом. Не, вам не пишут, как бы возраст ваш уважают. Может быть. Они же Сюда на видят, что- почтовый ящик-то иногда аж уже вдруг кто-то пишет. Оказывается, пишут, да? Казпочтаға бармасаңыз, сейчас же в этом пишет, в Инстаграме пишет же.
Вот, потом у нас появилось два персонажа, это был Бекс и Дильшат Ильяс. и Бекс, да. Потом был Олжас. Олжас тоже. Вы знаете, как мы когда приглашали Олжаса, было как вообще? Не знаю, расскажи. К нему позвонил Мирхан, говорит, Олжик, короче, ой, Айдарик. Это на 5-й сезон же? Это на 5-м сезоне. Да. Мы хотели вот этого злого начальника найти. Ищем, и у нас, мы же всегда ищем для начала КВНщиков, ну, как бы, хан тартады ғой, КВН ханда. И мы такие, давайте КВНщика, давайте. Раз Айдара вспомнили, Мирхан вспомнил Айдара, говорит, давай Айдара позовем. Я говорю, ну, позвони ему, скажи. Он ему позвонил, сказал, типа, ты можешь там пробу скинуть? Ну, А так. что, если это был не Мирхан? Или ты был? Ты, да, был? А, ты, да, значит? Значит, медиа, я не помню. И он, короче, скинул пробу, я посмотрел, и типа, он медиа говорит, ну, теперь сам созвони с ним. А он, оказывается, думал, это пранк. Да, до конца, Он да. до последнего Ага. думал, что мы врем ему. Ну, у нас же есть пранк угорать над друг другом. Я Айдарику звоню, типа, вот, Айдар, мы тебя хотели пригласить, то все, что, брат, что думаешь? Ну, давай. Он как-то вот небрежно со мной разговаривает. Ну, типа, не от души. Ну, дурак, что ли, может, не хочет играть. Потом говорю, все, мы билеты покупаем, к тебе девочка позвонит наша. Давай. Пусть. Короче, он до последнего не верит, ему билет Да, покупают. он прилетел. Он прилетел и думал, нифига у них пранк. Они дорогой. раскошелиться решили. Прилетает в Талдыкурган уже, с Алматы его приводят, и уже форму надевает. Где-то его в начале не было, что ли? Не, он сразу был. Он ну, где-то типа с 3-й серии он появился. Да. И он, короче, такой, это не пранк, типа, больной какой пранк. Именно он, да, говорит, жене скажу, что я здесь надолго. Говорит. А то я сказал, я мусор выкину, зайду. Я помню, мы с ним в одной комнате жили. И потом Айдар, он еще жаловался, шеф, вы храпите, қордайсыз. И этот Айдар келмеді, екеуміз қашып кеттік қой. Айдар қорлау. Дуэт болып қорылдадыңыздар ма сосын? Да, там были, как навесные потолки? Да. Они двигались. Они же еще глянцевые. И когда они двигаются, ты видишь, как они двигаются. То есть они вот так делают. Отражается же. И когда Айдар начал храпеть, айналайн, шеф, ты думал. А уже поздно, шеф уже переехал. Да, я к Эделю переехал. А можно вопрос? Вот эти фишки, они рождались... Почему как ведущий, да? Фишки рождались, они во время съемок или писали, типа, Какие ищак фишки? вот эти? Ну, вот Ну, эти такие ищак. Вот такие, которые играете? Вот эти ищак, вот эти. Вообще, многие вещи, такие, мне кажется, самые смешные моменты, это называется гэг, да? Гэговые шутки. Когда шутка показывается, да? Ну, действие какое-то есть. Мне кажется, многие вещи, они придуманы были на площадке. Да. В этом была и сама фишка фильма, сериала «Патруль», потому что все друг друга хорошо чувствовали. И у нас же как бы нет такого понятия, типа вот такую шутку придумал, нет, не смешно, типа айтпаймыз ғой. Да, прикольно, и чуть пытаюсь его передобить, или как медведь забрать шутку. Только хотел напомнить. Или не напрягаясь. У меня пачкам ничья была, видимо. Он что так сделал? Короче, это было так. Ко мне подходит Бекс и говорит, можно, братан? Помнишь, к тебе они подходили? К тебе подходили, ты говорил, идите отсюда, свои шутки, идите у себя оставьте, у нас здесь есть кому шутки придумывать, что-то. И они ходят, и Бекс ко мне подходит, вот такая шутка есть. Я говорю, блин, классная же шутка. Он говорит, рус братанға айтуға қорқып тұрмын. Я говорю, сен тығып жібер, если оно зайдет сейчас, конечно, мы ее оставим. Мы деп қоясың ғой еще. Еще в студии, по-моему, ты снимал. Как будто я что-то там решил. Ладно, мы деп қоясың, в общем, ну, чтобы они не знали тоже, да? Не, я помню, как ты у Дышки, я просто И Дышка. слышал. А Дышка это видит. Видит, и, братан, у меня тоже шутка есть. Я говорю, какая? А мы все избитые. Он говорит, у меня шутка есть. Он говорит, шеф, вы что от бомжей получили? Еще и проиграли. Еще и проиграли. И у меня такая шутка, шеф, на самом деле у меня пачка мяча была. Я ему говорю. Еще так посмотрел, И он говорит, да, и он мне говорит, что, вообще что ли? Я говорю, вообще. А я ему верю, понял? А он, чтобы, ну, условно, он стоит до меня, то есть шеф с ним разговаривает до меня, я последний. И шеф идет, все хайт, ко мне подходит, я в конце. И он говорит, а вы вдвоем қыздардан получили, вам что, не стыдно? Я говорю, ну, конкретно у меня пачка мяча была, и вот так на Дышку смотрю. И Дышка не сразу сообразил, он так стоял, я уже на него смотрю.
Они по-любому слабее вас. Не, ну конкретно у меня ничья была там по очкам. Я где-то это слышал. Не, потом вы порвались, мы дубль И еще знаешь, что сделали. прикол? мы дубль Знаешь, что сделали. прикол вообще? В тот день у меня вообще одна сцена была. Да. И один Одна текст. фраза. Шеф, а вы откуда знали? Все, у меня за этот день текста не было. Я хотел что-нибудь добавить. И не получилось. А у кого было целый день одна шутка, ждали, мы ее вырезали. Не знаю. А там один актер сидел, у него там одна фраза, типа, так точно. А, вот, семские ребята, которые... Ну, Чип и Дейл? Чип и Дейл, да. У него была там одна шутка. Я ему говорю, зачем вы его за одной фразой его везете? Есть же в других местах, где он говорит, лучше туда. Он говорит, локация сюда, не вернемся, короче. Брат, а ты Ладно. знаешь, да, то, что в гримерке было? Что там было? Это прям вот в этот день было, кажется, вечером. Ага. Они заходят, что-то, ну, туда-сюда, братан, қай сахнаны түсіріп жатсыңдар? А у нас там еще несколько сцен. Я знаю, что у нас несколько сцен. Я говорю, кажется, сендердікі қазір. А там же надо переодеваться. И он переодевается, это был Куаныш. И он переодевается. Я говорю, тез грим жасау. Он гримируется и в конце узнает, что сцену срезали. Я вообще вау. А там такая приходит жена, говорит, слушай, вот этот актер говорит, долго ждет, вот эту будем играть или не будем, потому что еще 4 часа ему ждать. Ну, чтобы человек не ждал просто так. Я такой, слушай, по-моему, это шутка личная. Давай ее вырежем. И мы ее вырезали. А еще плюс вот это, короче. 10 апреля, вправо прими, говорю! ана басқа сериалдарға қарағанда ше патрульде жаңағы площадкада бар ғой анда воля береді да. Да. И өзің тыққың келген нәрсені тыға бересің. Енді керек нәрселерін алып қалады, керек емес нәрселерді. А басқа сериалдарға түссең, басқа енді Да, көп түспеген. опаздывать можно на площадку, да? Не. Я ему конкретно Да, передаю. А вот Он же за 10 опаздывал у лет нас. для меня было вообще самое то, что Рустем уже 7-й сезон как режиссер снимал. Я не был режиссером. В смысле? 7-й. Ну, 7-го, да. Я думал, вы с первого Нет, сезона. 7-й сезон говорю. Да. 7-й сезонда Рустемнің режиссер болған, Рустемнің продюсер болып жұмыс істегені, подход к работе. Это мен бәріміз арамызда отырмыз ғой енді үлкен ретінде. Мақтама қуанышымен, братан, пожалуйста. Молодец, так держать. Нет, так держать, Рустем. Вообще. Молодец. Все. Вообще, семейдегі гастроль и по всем параметрам. И продюсер жағынан да, режиссура, как операторы работали. Мне, например. Ой, братан, любойын тартып алды ғой. Болды қой. Да. Да. И Азамат, да, наш оператор? Азамат Чё, Дулатов, как он да. классно вообще, молодец. Молодец. Ну, Жақсы все-таки состав один из лучших Ну, операторов. давай я тебя чуть-чуть спущу. Давай, спусти, Да, братан, у тебя пожалуйста. уши большие. Уши. Уши. Я был недавно в Китае. Там, оказывается, мода большие уши, они операцию делают. Я говорю, надо было мне в Китае родиться. Я говорю, надо было мне. Так я просто не Ну, там они- родился. Да. Они как-то, не прям вот так, короче, они как-то вот, ну, короче, как у этих делают, как у эльфов. Такие уши они делают. Специально делают? Да, операцию делают. Это считается мода у них. Ну, прикольно. Прикольно. Да. Балалардың ішінде. И самая главная фишка патруля в том, что у каждого своя линия. Да. У каждого свой характер. Допустим, он тупой, порядочный, хитроумный, карьерист. Ну, так. Что-то вы по себе легко прошли. Там дальше непонятно. По характеру, да, самые разные характеры, и поэтому интересно. Не, хорошо, что ну, Рустем же с первого сезона курирует проект. Хорошо, что он сделал это по нарастающей. Да. То есть в первом сезоне у нас даже стульев не было, чтобы посидеть. Не, зато кальян же был. Первые 2 сезона, Ну это помнишь? так, это сами, так, мы да. там Мы привозили сами, да? Ну я, ну в смысле, Да, помнишь, мы в Делике переодевались? в делике переодевались, да. да. Мы На в Делике улице на переодевались. улице. Да, Первый да. сезон холодно еще, зима. Да, везде. Еще в Каскелене же. Ты заранее в 5 утра едешь туда. Нереальный мороз. Ты вот это одеваешь все. Потому что в Каскелене, короче, это солнце позже, что ли, выходит. Я не знаю. Короче, съемки начинаются в 10. Потому что там испарение начинает идти, пар, да, вот это все. Короче, операторы говорят, там ничего не видно, туман. И в 10 начинается. И до 4 мы снимаем. Просто в 4 уже солнце садится. Все. И мы начинаем опять
прятаться там. Да, как да, эти. да. Семейный Было интерес очень понравился. много. Да, понравилось. Боя. В третьем сезоне у нас появились стулья. Да. В шестом сезоне у нас появились индивидуальные стулья, помните, в этом? Ну, Не, про у Талдык, вас. да, про Талдык я не говорю, потому что это другой город, там условия другие, там все было лучше. Но в Алмате вот в шестом сезоне у нас, когда появились у каждого свое кресло, мы еще это обсуждали неделю, наверное, у нас у каждого свое кресло. Кто чем гордится, да? Вот Да, чисто у нас- сами сидим же сейчас. Извини, что перебил, братан. Или шығып кетейін ба, братан? Да, айта бер болды. Тут камера, айта бер. Вот сами сидим же, и часто мне такой вопрос задают, типа, самый естеріңде қалған сезон, қайсы сезон дейді. Вот. Ух ты ж. Хорошо, просто. 7-ші сезон ғой. Вообще для меня Если говорить в кадре, Давайте, шеф, начните. Нет, вообще самый запоминающий. запоминаешь, мне Да. каждый сезон По-своему. по-своему был интересен. Но этот 7-й сезон он намного был Ерекше. круче. Нет, я думаю, 7-й сезон Мама, почему был Толма, круче? потому что Не, полный еще. Нет, я вам могу сказать, 7-й сезон, во-первых, мы по друг другу соскучились. Пауза Да, была. вот, Пауза да, была. Она Да, большая была. пауза. Мы почти 3 года не снимались. Да, да. И тут уже как-то, когда уже самому хотелось Да, сниматься. Уже если раньше там... Еще зритель чуть-чуть- начал спрашивать, когда патруль, Да, когда да. патруль. Если раньше там даже на площадку опаздывали, а тут наоборот хотелось раньше приехать, поугарать. У нас группа такая же, она все равно не как в других группах, да, там поугарать могут, смеются, все на друг друга прикалываются, там, ну и так далее. Может, поэтому 7-й сезон как бы мы соскучились все. Но я думаю, мы если вот этим составом и вот еще пару человек, если когда-нибудь соберутся с нами, мне кажется, тогда это будет полный комплект. Ну, если когда-нибудь это будет, я не знаю, может, да, может уже неинтересно будет, может, мы уже... А может. Ну, патруль всегда интересен. ғой, да. я недавно разговаривал с сотрудником. М. Оказывается, припарковался не там. Приехали, сказали, оштрафовали. И стоим, разговариваем. Оштрафовали. Это для эфира ты сказал? Я для эфира айтайын. Я полып жүрер же. Поэтому он говорит, а он капитан. Он говорит, салам алейкум, қалайсың, анау, туда-сюда, съемки, вот скоро, это до выхода сериала, вот несколько дней остается, и он говорит, вот ждем 7-й сезон. Он говорит, братан, я тебе одну вещь скажу. Когда, говорит, вышел 1-й сезон «Патруля», я учился в школе. Серьезно? Да, и когда я, говорит, посмотрел этот сериал, я понял, я буду полицейским. Он говорит, вот сейчас я капитан. Он говорит, 10 лет, братан. Через 10 лет, говорит, вот я сейчас капитан. Типа, менің званием мен, сенің званиең бірдей. Я типа вот только дошел. И салам загадяю ему, обязательно он, наверное, посмотрит, прокомментирует. Еще этот, вот, маған да жазады сөйтіп. Что, поехали вы, да? Благодаря вашему сериалу я захотел стать полицейским деп, академияға түстім деп, многие пишут. Неге тыныш айтасыз соны? Громче, Надо гордо идти. говорить. Алия тоже, да, про это говорила, Не, да? Байбусынова. У меня такая ситуация была. Я 1-й сезон, начало, если вы помните, я в академии снимал. Да, да. Ну, такой молодой. Да. Да. И там со мной сидели пацаны. Это было не актер массовой сцены. А именно... Мы с академии ребят да, пригласили. Курсанты. То есть они на 1-м курсе, или я не помню, на 3-м курсе их посадили, короче. И я этих 2 пацанов, они сделали скрин и мне отправили в Инстаграме. И вот эти, вот, говорит, видишь, сзади 2 человек сидят. Я говорю, ну, и они вдвоем сфотографировались, они, один опер, что ли, второй еще, следователь, не знаю. В форме, да, но не патрульщики они, эти, опера или следователи, и скидывают мне. Я смотрю, и они сзади сидят. Я вот эту фотку потерял, потому что в переписке. Общий бог это, и не мог найти. Если ты меня видишь, обязательно напиши мне, я хочу это выложить. Ну так, для информации. Да. Ну, для меня было очень прикольно. Алия Байбусынова тоже говорила. Перед тем, когда мы объявили, вот, пишем, Егина Гизде, она мне написала, что-то мы с ней переписываем, мы с ней давно общаемся. Она говорит, я очень хочу попасть в «Патруль». Я говорю, в чем проблема? Я знаю тебя, ну, я считаю, что ты хорошая актриса. Он говорит, не знаю, кастинг, я не знаю, как вообще проходит там то-то, то-то. Наверное, тяжело попасть в «Патруль». Через Я говорю, постель деп айттым ба, братан, дұрыстап түсіндік. Кеттім мен, давай, жақсы. Қызықтаймыз да көрсеміз. Еділ, постель тапсырып кетесің ғой.
алып кетпей ана поездды несі бар печать бар. Штампы бар еді. И она мне говорит, как проходит кастинг? Я говорю, как он может проходить? У нас многие спрашивают, как у вас проходит кастинг? Обычно проходит. Ты просто приходишь, отыгрываешь, все, понравилось, берем, не понравилось, не берем. Да, потом я Рустему говорю, у нас на роль дочки шефа кто? Он говорит, ну вот такие варианты. Я говорю, вот рассмотрите вот это тоже. Я говорю, мне очень нравится как актриса. И все, через неделю, по-моему, кастинг-директор утвердил. Да? Да, ну она, как бы, она она классно постаралась, она сыграла. молодец. Да. Во-первых, Она она молодец не у нас вообще. всегда с девчонками проблема, что они капризные на площадке, да? Она была не капризная и... Юморс нет. Но в этом Юмор. году не было капризных на площадке. Кто бы ни приезжал, Да, да. ни в Карл этом- Гаш, ни Асель, ни Динара Саджан. Вообще не Вообще капризничает нет, никто. там- Ана қыздар, жандығып жіберіңдер ғой сендер вообще. Он айтпай қояйық та. Сендер нами бизнің ғана шуткалар. Не, мы хотим, да, от всей души поблагодарить город Семей. Да. Это был Да. прекрасный город. Там были очень добрые, прекрасные люди. В какое бы мы здание ни заходили бы, в какое заведение ни заходили, Да, да. всегда говорили, ребят, снимайте, проблем нет, кто-то накормит, что-то угостит. Да, да. Это прям, мы реально влюбились в этот город. Семей, вы самые лучшие, поэтому рахмет вам. Многие, кстати, спрашивают, почему Семей? Вот, давайте тоже на этот вопрос ответим. Во-первых, так получилось, что у меня там живут очень много родственников. Это во-первых. Во-вторых, мы хотели снять либо в Чимкенте, Ахтау мы рассматривали. либо Ахтау, да. По Ахтау у нас очень сложно была логистика. То есть очень далеко лететь, то есть по деньгам было бы сложно. А в Чимкенте как-то руководство города Чимкент, она как бы, ну, как будто у них не особо было желание, чтобы мы снимали в Чимкент. Понятно, что народ-то нас ждал. Вот. А в Семее это как-то все быстро организовали, сказали, все, мы это вам дадим, то дадим. Начальник департамента города Семей помог, сказал, все, ребят, какие вам нужны машины, что вам нужно, мы вам всем поможем. На тот момент был акимом области Уранхаев, Да, да. Нурлан Тельманович. Он нам говорит, все, ребят, просто приезжайте, дальше мы вам все организуем. И поэтому, как бы, когда руководство города, тем более, самое главное, народ города очень сильно хотел, чтобы был в городе Семей, поэтому прилетели в город Семей. И вообще не пожалели. Я даже думаю, я даже готов 8-й сезон там снимать. Я бы с Да, удовольствием. с удовольствием. поехал бы Всё туда. Ну просто легко и очень просто. много родственников. Просто у него, меня очень много родственников. Да. Очень много И- родственников. Мне вот понравился сам народ вообще, халық қалай Иә, приветствовали. халық өте... Жүгіріп келіп бәрі, Иә. где что, помочь деген сияқты, қымыз бәрін әкеліп беріп. Баня қалпан. Иә, еще Алитет. самое главное для меня было, мен Абайдың басына бардым, Шәкәрімнің басына бардым, Еңлік Кебекке бардым, Мұхтар Әуезов еще совместил приятное с полезным, ба? Да. Ну, мы, когда мы на съемках Да, были, вообще давно. күшті болды. И- Күшті демалдық. Сосын бір А, жақсы поэтому у вас 2 дня не было. халықтың көңілі. И департамент полиции, Семей, МЧС, Да, МЧС. областной акимат, вообще Все- сильно все поддерживали. помогали, весь город И самое помогал. главное, халық қатты Да, көмектесті. Сондықтан да Семей И он- халқына, барша Семей халқына патруль фильм Из- жігіттері, осы түсірім Самое алаңында жүрген удивительное барлық было, жігіттердің сколько- атынан көп рахмет. Да, шеф, сколько было много хороших актеров, да? Да, В Семее некоторые актеры и актрисы приезжали с Ускамана, да. Мы как Еще бы- театралов с же. театра сколько людей, то есть очень талантливый народ, прям это было классно. Даже был такой случай, опять-таки, закончу вот этот разговор о встрече, нас как проект. Был такой случай, мы снимали кортеж, как проезжает на Павлодарской трассе. И когда во время съемок мы перекрывали. Там от 2 часов мы перекрывали, да, каждый раз. И я записал видео, сторис, типа вот, құрметті халайық, вот эту трассу мы перекрываем, это мы. Все претензии к нам, пожалуйста, простите, но здесь съемка, туда-туда. Вечером смотрю, ко мне приходят ответы на этот сторис, очень много ответов, и они все примерно вот такие. Хоть на сутки, хоть на неделю перекрывайте,
Мы найдем, как доехать. Все нормально, типа. Да, никто никогда не жаловался. Никто не жаловался Это круто. вообще. Это, можно сказать, пример другим городам. Да. Когда я снимаю в других городах. Есть в Алмате у нас Точно. однозначно, я вам говорю, не дай бог, там маленькую улицу перекрыл. Киноларын бізге керек па, бізге міндет па сендердің киноларын. Еще это Едль говорит. Да. Даже когда мы выезжали, я Русу говорил, ну мы же едем в город, мы съедем всей толпой, бізді там съемка кезінде, гостиница кезінде будет такая возможность, чтобы там типа ну, не беспокоили и так далее, там не знаю. Ну, ты же не знаешь, куда ты едешь. Я первый раз еду. Ни одного случая не было, чтобы нам кто-то мешал. Конечно. Ни одного. Не было. Ну и кроме Еделя. Ну это свой. Давайте, каждая самая любимая шутка, которая была у вас за 7 сезонов в патруле. Вот давай. Бек. Маған не ғой. братан давай, сен давай, бастай айта үлкенсің ғой айта бер, айта бер. война кете берсін Айтайын. Не, я хочу по... все Через... кинода ма сериалда ма Нет, сериал, да, сериал. Сериал, Кино, да? 59 дней съемок, да? Үздік әзіл. С 1 по номинациясы. 7 сезон. Шутка? Шутка, гэг, вот, самый любимый. мана алло амон деген ұнайды негізі сенбейді ма қап амон шақырамын сенбейді ма алло амон алло хулиган алло бірінші знакомствода бар ғой Да, я. А кто играл ее? Возле кафешки. Возле кафешки. Вы там ужасно. Да, Басов, да. кто там? өзім ойнадым ғой Ну сол ты, жерде на месте жаңағы ты такой эгоист, да? Ага, ты давай. общий ма Не, все понятно, давай. не каждыйның Мы өзінің уже определили тебя, брат. Вот. Моя любимая шутка, это когда он говорит, майория! Вы что, охренели вообще? Переход сразу, да. А вы вас помните это? Да, Такая да. знаменитая в ТикТоке ходит шутка. Я ее обожаю, шутку. Нет, еще моя любимая это линия с Шапалак. этим Да. Шапалаком, когда Мирхан бьет шеф. Сзади. Там была целая линия, да, и она вся такая Да, да, нормальная, уснула. смешная, прикольная. Едели уснул сперва. А мне еще нравится мясо. Помните, шутка с мясом была? У моей Енешки, что ли, когда? Да, и нежка, когда... Ахулбек с именем. Ты моя теща, да, передала? Да, кстати, ваша теща просто через меня передала. Вот, я вам привез. Слышь ты, гнида. Шеф, я клянусь, это не я, это берег, Серик, шеф. Я Шеф, тебе пожалуйста, щас успокойтесь. С этим... Когда этот... я Ты же еще говорю, саған пусть- доля берді ғой еще. Он еще медету приходит, но медет продает ее как мясо единорога. Видели, помните? 10 апреля, вправо прими, говорю! Теперь давайте поговорим о делах дегенде бір тұрып кетіп қалады ғой. А. Сол менікі ладно, менікі ладно. Помнишь, он өзінің начальнигіне кіреді, шеф оказывается турасында екен. Это на 3-м сезоне было. Да, Когда меня убило какой-то прям. генерал говорит, давай теперь по делу, и вы стоите. давайте о деле говорить Ахмед сколько раз можно тебе говорить, а? Когда я говорю о деле, ты должен стоять здесь. Ой, я так куда пошел? Ой, извините, привычка, ребят. Блин, ее надо было в кино вставить тоже, да? Да, можно Блин, было. тогда бы сработало, ребят. маған вообще общий недегі общий жұтқан іште еділді братан ана бар ғой мача береді ғой ше Где ты его, почему маленького ребенка нашел? А что, маленького ребенка сказал? Я вот смотрю, анализирую в Ютубе тоже, что людям нравится. Помните, мы когда заходили в будку и... Фу, Да. Да, и они любят такие шутки. Как им объяснить, что нам уже 40 лет, мы не можем уже про носки там. Ну, была вот одна шутка, да? Ты носки когда менял? Я? Перед выездом? С дома? С Алматы? И то мы ее как бы, ну, через это, да, типа, ну ладно, через «не хочу» же играли, вот когда у тебя, типа, ноги воняют. Ну, нам уже 40 лет, нам уже как-то чуть это, ну, стрёмно уже, ну, думаю, ну, взрослые же. А люди от нас эти требуют шутки, вот эти грязные шутки, так сказать. А нам уже чуть тяжело, поэтому в этом году последний сезон. Помнишь, линия была с Мурой? Блин, у меня, кажется, любимые линии с Мурой связаны вечно. Была линия наркотики. Да. Он заходил к шефу голый. Которые поступили на ваши. А это что теперь? Он показывает наш новый плащ. Мы недавно его изобрели. Он
абсолютно пуленепробиваемый. Да-да-да, Сначала открывал, заходил, да. вот так делал. Да. Еще гранату уже кинул. Да, гранату кинул. Не, на самом деле, да, очень сильно нам не хватает Муры. Да. Вы не думаете, что мы его не взяли? 10 апреля, вправо прими, говорю! Короче, у нас есть фишка с шефом. Вот сейчас, если даже мы где-то его там перебиваем или еще что-то говорим, вы не думаете, типа, мы его там не уважаем или... Не, просто мы к шефу, нам шеф сказал, короче, ребят, ко мне не относитесь как к старому человеку. В мой возраст представьте, что мне тоже 30-ка. Все, и мы как бы вот эту, так сказать, субординацию сломали, и мы к шефу относимся как к пацану, потому что он сам хочет, он внутри все равно пацан. Молодой. Молодой пацан. Вы просто не видели, как он Counter-Strike играет. Он молодой еще, ребят. А нижний брейк его. Нижний брейк, да. Поэтому, ребят, он всегда для нас молодой и такой, да. Поэтому мы его очень сильно любим, уважаем. Просто в прошлом году в Казахстане снимались, и там кто-то пишет, как вы его перебиваете, почему вы там над ним издеваетесь. Потому что у нас такая семья. Семья, Мы друг друга подкалываем, Вот трещим над друг Старший другом. сын, образованный. Да, он нас так средний называет. сын. А Ель, говорит, не дай бог иметь такого сына. Нежеланный. Да, Тоқалдан туған дейсің. и в жизни, когда мы обращаемся к Адильжан ага, мы обращаемся к нему как к шефу. И в жизни называем его шеф. У меня даже в телефоне он записан как шеф. Мне, кстати, один раз снимали. один мужик звонит, говорит, слушай, говорит, у вас в патруле же играл мужик один. Я такой, что за мужик? Ну, вот этого вашего главного. Я говорю, а шеф, что ли? Ну, я не знаю, как ему шеф. Ну да, в жизни, наверное, не шеф. Можешь его номер скинуть? Говорит, мы хотим его пригласить, чтобы он нам свадьбу провел. А у меня там написано шеф же. Я ему отправляю. Он мне перезвонит, говорит, ты не тот номер скинул. Я говорю, почему? Адильжан сказал, там шеф. Я говорю, солгой, говорю. Просто шеф, он все, на всю жизнь шеф, говорю. Все, звондай. Красавчиков, помнишь? Да, мы даже снимали «Красавчики до нашей эры», где шеф играл, Адильжан ага играл нашего вождя. И было очень много дублей, где мы заходили к нему. А в этом фильме снимались Миржан, Мирхан и я. И было очень много дублей, когда мы заходили и говорили, шеф, Вместо вождь. вместо вождь, да. И Шеф, мы тут... шеф вставал, говорит, какой я тебе шеф. Я сегодня вождь. А вот недавно у меня был случай, получается, там знак стоял, что после 9 часов, короче, машину парковать нельзя. Ну, я всегда там парковал, ну, и все паркуют, в принципе. Ну, по Пушкина. А Пушкина можно, по Абая нельзя. Не, по Пушкина нельзя. Именно, оказывается, по субботу-воскресенье жители начинают звонить на 102, и приходится, да, приезжать правоохранительным органам, перекрывать с двух сторон эвакуаторами, и все, кто в середине остался, они начинают оформлять, короче. Ну, в принципе, сотрудников делать есть чем заниматься, ну, просто, походу, жители звонят, и они всегда перекрывают. А я всегда смотрю, никто ничего не говорит. А именно, оказывается, в субботу это делает. Пятницу, субботу, что ли, или только в субботу. Я все там пишу, работаю, то есть выхожу, смотрю, там все машины стоят. Никого не оформляют. Ты когда выезжаешь, эвакуатор отодвигает машину и начинает тебя оформлять. Я сел, короче, еду. Я всегда говорю, оформляйте меня. Почему? Потому что они скажут мне, ты же в сериале сам же такой. Да. Я уже знаю, что они мне это скажут, поэтому, ну, я сразу говорю, оформляйте даже не прошу их ни о чем. Я уже знаю их ответку, короче. И все, приезжаю, а он приходит, говорит, можно ваше удостоверение? Я удостоверение даю, он мне смотрит удостоверение, короче, говорит. Я говорю, братан, как надо, оформляй, все как положено, там, ну, сколько там, 12 тысяч тенге, вообще не вопрос. Еще скидка есть 50%, давайте оформляйте. Он такой, чук, налево смотрит, направо стоит, говорит. Сейчас, говорит, если кто-то из сотрудников узнает, говорит, меня же не поймут. Я говорю, братан, на твое усмотрение, как хочешь, так и делай. Нет, ты, говорит, хитрый, на, говорит, я знаю, говорит, сейчас в группе напишет какой-нибудь сотрудник, давай. Тебя, говорит, нельзя оформлять. Я думаю, а так без проблем, говорю, оформляй. Если бы я был бы на твоем месте, я бы сказал бы, оформляйте, но тебя же не поймут. А у нас в семье, помните, прикол был? Короче, все сели в машину,
толпой. Я. Да, и поехали. На шапку, да, ехали куда? На шапку ехали, да. Едем, тебя не было. Да. Ну, извини, прости. Да, мы толпой едем. Ты слышал эту историю? Нет. Короче, мы едем, вроде не нарушали, ничего не делали. Нормально ехали просто. Фары не включил? Не фары. У нас начало все потеть. А Абайский? Потеть. Нет, Ернар был. Потеть нам. Все лобовое начало потеть. У нас толпа, мы после съемок. Кто-то после душа вышел, мы же сразу туда пошли. У нас начало потеть. Такое ощущение, как будто мы выпили, короче. Месяц ноябрь еще. Да, и сотрудники, короче, останавливают. Право прими. Право прими, короче, останавливают. И водитель говорит, что делать? Я говорю, просто сейчас нараспашку всю дверь открой. И сотрудники, и мы все толпой сидим. И он такой, открывает, такой, сразу, ух ты! И ему говорит, о, шеф, халайсыз. Он говорит, нормально, мы едем, все нормально, говорит, просто говорит, запотел, давай, езжайте. Не, молодцы, вообще, сотрудники вообще молодцы. Бәрі шеф деп жүреді ғой, Не, жігіттер молодцы вообще. Уже бәрі жүрді шеф. А помнишь, в Семске 3 раза подходили, мына біздің еділдер, помнишь? 3-4 раза такое было. Да, на кого-то показывает. Мына біздің еділ, говорит, Ал мынау біздің еділ дейді. Ё-моё. Я еще помню, в 5 сезоне хотите, говорит, ребята, шоу. Что это? Маски шоу. И они спецназовцы, да? Как они? За секунду, да? Шик всех. Это настоящий был? Да. Мы в Талдыкургане когда снимали, Да. там проблема была, потому что приезжали реально профессиональные маски-шоу. Блин, Ломали, И им не можешь объяснить, что так нельзя. А там актеры такие чуть нежные же они. Да. Короче, ты им объясняешь, что тут надо вот так, короче, повязать здесь, положить на землю. Они говорят, все. Начали. Они бегут там, бам. Братан, ахрын. Мирхан. Братан, ахрын. Мы говорим, бля, брат, мужики, понежнее нельзя, понежнее. Мы, говорит, не умеем понежнее. Понежнее не Блин, даже можем. как они жестко. И сразу же еще. Все отработано, да, у них? Да. Еще ренжи алмайсың ба оларға? Духың жетпей ма? Да, уважаемые друзья, также мы напоминаем, что 10 апреля наконец-то выходит наш долгожданный Полный метр. полнометражный фильм во всех кинотеатрах. Приходите. Также отвечу на главные вопросы людям, которые живут в братских соседних странах. Это в Кыргызстане, в городе Бишкек. Насколько мне сказали, там тоже будет предпоказ, и кино будет показывать в городе Бишкек. Также в Узбекистане обязательно будет. По-моему, будет в Таджикистане, сейчас если договорятся. Также будет в Москве, в России 17 апреля. Поэтому приходите, смотрите. Вообще спасибо вам, что вы у нас есть, что вы нас всегда поддерживаете, смотрите. Қадірлі достар, Да, жаңағыны айтып оларға отыр, 10 сәуірден бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларында «Патруль» фильмі сіздерді күтеді. Келіңіздер, көріңіздер, ең бастысы өкінбейсіздер. Я бұл киноны кинотеатрдан көру керек, міндетті түрде, өйткені бұл сериал емес. Барлық топтың көмегімен біз бұл сериалдан кино жасауға тырыстық. Және бұл кинотеатрдан көретін кино, кинотеатрдан көретін кадрлар бар, кинотеатрдан көретін сахналар бар. Сондықтан көру кезінде для полноты ощущения должен быть большой экран. Да. А те, кто занимаются Пиратством. пиратством, воруют, выкладывают в интернет, ничего страшного. Бог есть. Алла жазаларыңды берсін. Я так не хотел говорить. Но поверьте мне, эти деньги вам будут боком. Я уже такое видел. Да, Я поэтому очень это... боюсь, когда Рус что-то говорит, поверь мне, потому что это всегда исполняется. Потому что это сколько человеческого труда, сколько людей над этим работало, делало, а вы просто берете, типа вы самые хитрые, самые умные. Нет, ребят. Но, дорогой мой зритель, есть еще 13-я серия, 14-я серия, и мы будем его выпускать только на YouTube, больше нигде. Так что, уважаемые пираты, Бог-то сандар, Бог-то верный.
Мы не воруем чужие материалы, не выкладываем в интернет. Это все. Хотя там, знаете, почему я их не хочу как бы обвинять или там говорить. На самом деле, все то, что я вам сказал, это шутки, ребят. Худай сақтасын, пусть у вас все будет хорошо. Там молодые ребята. Молодые ребята, Им да. по 14-15 лет, ну, что с них спросишь? Ну, зарабатывают, ну, пусть зарабатывают. Что теперь мы сделаем? Воруйте зарубежные Да, фильмы. пожалуйста. Netflix, я вам помогу, как украсть. Или хотя бы урласаңдар, нормальный качествомен урлаңдаршы. Вот, хотя бы Да, сол да, сетиндер, хотя бы. хотя бы нормально, качественно. Просто вы все там, как бы, они еще хитрые, не хитрые, наглые. Ты туда 200 тенге закидываешь или 500 тенге, они еще зарегистрировали ЕП свой. Нифига. Там фамилия, имя, отчество выходит. Как положено. Как положено. Ну вот, Министерство МВД говорит, в течение месяца мы уже будем их вычислять. Они сейчас думают, только сейчас алмайт. Короче, они скажут, мы сейчас будем вычислять, выходить на их родителей. Все вот эту сумму, которую они заработали, они не нам вернуть, конечно, а налоговый комитет вернуть. Кормите налоговую. Они нас трогать не будут. Налоговый комитет вернут? Да. Даже не через нас? Не через нас. Даже здесь не через нас. Ну тогда стиверсин. Ладно тогда. Ну, шеф, расскажите, когда вы первый раз в школе познакомились с девушкой, где в другую сторону? Сейчас Ең вообще алғашқы дружба понятна. сөзіңіз қандай болды өмірге келгенде? Жоқ, андай интервьюлер бар ғой. Еш оның бәрі, иә? Есть же вот такие интервью. Ең алғашқы Ана түсірілім кезінде бір қызықты оқиғалар болған шығар, соны айтып берсеңіз. Жоқ, өнерге қалай келдіңіз? Нет, еще есть, сіз КВНчиксіз ғой, Иә. бір шутка айтыңызшы. Да, нет, Алибаев, наш друг Алибаев, ну все вы его знаете, когда у него спрашивают, у энергии қалай келдіңіз, он говорит, таксимен. Жетісайдан. На самом деле, первый проект какой у тебя был? Менде ма саке. А ты что, в Саке первый раз снимался? С козырей начал, прикинь. Саке екінші сезонда. Да, а у тебя? 103. Скорая помощь. 103. Все вокруг нас в итоге. Там через знакомых просто. А у тебя патруль или до патруля что-то ты снимался? Он в патруль уже пришел опытным. Не, да? По-моему, не болды бізде. скетчком не считается. Скетч. Не Да? считается. Онда сериал болса патруль, да. Да. А у вас? Вузеры. Не, в Узерах он не снимался. Вузер не снимался? Снимался, кстати. Вузеров Не, ну снимался. это Айналайын эпизод. снимался? Жоқ, айналайын. это же И болу эпизод. қиын Я снимался? ты? Эпизод же, я говорю, эпизод же. Да. А так как? А так, Главная роль. Братан, по идее, мен патрульға главный рольға келген жоқпын, помнишь? Сен крафт болып келдің, Мен иә? крафт. Мен вообще водитель болып келген сияқты. Крафт деген ана шай құйып беретін де, шай қойып береді, тамақ. Не, реально, серьезно? Нет? Но Нет, он сразу пришел на роль. Какой наивный. Нет, она главную роль. Сразу у него на роль была. Ну, в смысле, пришел. у него своя линия была всегда с медитом. Да. Всегда он подвязан был к медиту. КВН. У тебя патруль был? немного было. тебе поверил. Главная роль. Патруль. Патруль. У меня нас, тоже кажется, у самое. всех, да? У У всех меня у нас в Узере первое. было, там это я играл. Точно так же у меня было. Как этого я играл? Ты играл декана, я играл... Замдекана я играл. Ты замдекана, я играл врача. Вузерда ма? Вузерда мен массовкада ойнағанмын андай. Артына тұрады. Сол еркекпен иә. артына. Мен онда Не, ну у меня было Титаник кәдімгі түскен 7-8 серий. мен. Кейін шығарып салған мен деген У меня в 5-м сезоне было все 20 серий я же снимался. Где? Один из главных ролей. Я один. У Декан. меня же линия Да, целая. там линии были. И у да, Марата да, была да, линия. да. Марат смотрел, был он преподаватель. Бір сезон, Да, да. бір сезон. Вот прям главное это был патруль. У вас шеф тоже патруль, да? Главная роль. Самый первый. Менің атым Қожа же первый. Эпизоды Титаник. Театрлар эпизоды саналғанда. были. Но бірақ андай Нет, главная роль, центральная роль Главная, патрульдің центральная алдында емес, главная. махаббатым жүрегімде деген анау кіммен Жанар Дугаловамен начали вместе. И до этого еще и патруль кетті, и патрульден кейін понеслась. Бірінен соң бірі. Главные роли, да? Главное емес, второстепенный рольдер, бірақ патрульден кейін уже көп шақыру басталды. Но самый Давайте, а какой у вас самый любимый проект? актер? Давайте, вот с кем вам Персонаж, комфортно да? играть? Нет, вообще в жизни. А, в жизни? Не обязательно в патруле. Ну, то есть, Нет, давайте кроме патруля. да, Потому да, что да, здесь да. у нас Да, все понятно. Да, все понятно. Все мы друг друга любим, ау и так далее. Для меня это Берик Конкретно. Айчан. Берег Айчан. Да. Для меня Дулға Ақмолда. Дулугаға. Все. Берег, братан, Дулугаға. Сейчас он скажет. Давай ты.
Рассел Кроу. Шон Пол. Ну, мен, по идее, Камшат Жолдубаева. У вас? дайте подумать. Давай. Да пусть даже эпизод. У меня тоже Берег Айджанов. Берег Айджанов. Да. Просто больше ни с кем не снимался просто. Просто я с ним рядом стоял, когда он снимался, у меня мурашки были. Помните? Я я ну рассказывал? монстр на самом деле. мен коба мен шерхан екеуі шығар актерлармен кәдімгі ойнаған солар прям. Туркестанский сериал, да? Түркістан завод У тебя? А, завод был, завод, да. сосын қызылорда. Мен негізі осы жақында болғанда, вот в 24 году снимался в сериале осы Қазақстан ұлттық арнасына. Сол кезде менің бір әйелімді ойнаған Шымкенттің актрисасы болды. Вот с ней мне было очень Классно. Еще бы имя ее запомнил бы. Да. Было бы круто. А так как-то странно. Да. Актриса, говорит, была Шымкент, атын айтады шығар деп отырсыз. Я тоже жду имя, нет. Ща, братан. Ща. Я жду имя, нету имени. Как она может быть твоя любимая актриса? Да. Мөлдір. Все. Мөлдір. Да, өзімізді мөлдір. Дей салайыншы. По фамилии что? Не, просто мен осы уақытқа дейін енді қанша бәрімізбен ойнадық. Братан, мы не можем представить этого человека, мы его не видим. Братан, просто она, понимаешь, она актриса, не везде снимается она. Мы поняли, но ты должен фамилия, имя, отчество выучить. Фамилиясын білмеймін, но аты Мөлдір деген актриса Шымкенттің менің әйелімді ойнады. Блин, братан. Мөлдір, если вы видите это, Мөлдір, если вы это напишите ему видите. свою фамилию. Да. Фотку скиньте хотя бы. Фотку и напишите, Я- что вас не Мульдер зовут. Мне комфортно играть с Асаном Мажит. Да. Мажит и Азиз Бишиналиев. Я не знаю, мне с ними я с ними вообще не напрягаюсь. Они два монстра. Ну, я так считаю. Асан, первый раз я с ним познакомился на вузерах. Я вот на площадке работал редактором. Да, он играл Габу, я помогал, с актерами объяснял шутки. Ну, кроме Еркебулана Марата. Там были эпизодники, очень много эпизодников. И моя задача была в том, чтобы объяснить шутку. Были некоторые шутки, которые надо было объяснять, в общем. Объяснить шутку и поставить акцент. То есть надо сделать на это акцент, на это. Ну, примерно подать его образ. Ну, примерно, да. И я работал с актерами, работал. Рауан снимался. И я подошел к Габи. Ну, мы с ним познакомились, это уже несколько дней, уже съем. Асану. Асану, да. К Асану Габа, подхожу. Кличка Габ была. Он отдельно всегда ходил. Далеко там сидел, один. Я к нему подхожу, говорю, «Каз сен сахнан». Он говорит, я. Я такой, «Турте 16 сен сахнан». Я, мен даймын. Я говорю, там по игре пройдемся? Он говорит, хорошо, давай. Я ему текст даю, он говорит, жоқ, мен даймын. А это моя первая работа. И ты же знаешь, без Еркебулан, Марат. Ну, Марат нет, Еркебулан. У Рауана никогда текста не было. Он сам все придумывал. Отырып қой, ну, все мы. Иногда бывает, то, что мы садимся сразу, сахнаның алдында учим. Там и так далее. Ну, мы там сами пишем сценарий проекта, поэтому нам легче. И Асан подошел и без запинки отыграл. Я такой, ну, классно. А я первый раз такое встретил. Ну, все же молодые, это же вузеры сериал. Я к нему подхожу после съемок, говорю, что, прям перед съемками дайындаласың? Он говорит, жоқ, түнде. Ну, За день. такие. Они все такие Я ответственные, такой, не как мы. Я тогда прям, меня удивило это. Шеф-то сондай ғой, я сен білесің ғой, вы же постоянно готовились ночью. Картон еттіңіз, да? Менде бармын ғой, менде кіріп шығатын анда-санда кіріп шығатын. Кейбірде елде дайындалады. Едель, короче, нас, можно сказать, уничтожил с медетом в Талдыкургане. Я расскажу эту историю. Когда пойдем пройдемся, медет, говорит Едель, на улицу. На курилке вот закрытой, где в РУВД снимались. И он выходит, говорит, ну давай. Давай, говорит, я рядом стою. И вы что-то проходите по тексту, Едель что-то начинает. Ты говоришь, эй, вот это такой-то текст, ты ему подсказываешь. Он такой, да, дальше продолжает, он дальше говорит. А
Опять ждет Едель. Он говорит, эй, я сказал этот текст, продолжай. Да, помню. Подожди, Едель, ты что, только свой текст учишь? Да, говорит, ты что, общий не читаешь, что ли? Нет. А как ты смысл поймешь? Ё-моё. И мы вдвоем, как давай умирать. Он чисто свой текст учит, свои эти фразы. Учил раньше. Да, Потому что смысла нет, короче. Потому что надо вот объясню сейчас. А, нифига, у тебя оправдание есть? Или закапывать имба. Объяснение есть. Лучше не стоит. Короче, я реально так делал. Да, лучше так. Да. Вот. Простите меня за это. Привет, Едель. Привет, Едель. Идея. Кафеде тувлес кат шеф. Их увольняйте, меня не надо увольнять. Да. Ну, сколько дублей было? Не надо, я сейчас скажу ровно. 11 дублей. До 5 утра, когда... Келді қой комнатаға жатыр. Шеф, зато сонда жіберді этим. А что до этого было? Не хочешь, говорю, вспомнить? А он нервничал как. Сейчас был, да сам. Все. 11 дублей было. Не, мы же еще такие, когда мы хотим шутить, у нас чуть-чуть пропадает человечность. Ну, Да. как сказать, не пропадает человечность, а мы любим на все темы шутить, потому что мы очень близкие между собой. Поэтому у нас не бывает ограничений. Субординация ноль. Да, субординация ноль. И каждый раз, когда говорят, стоп, Едель, не так, вот так, было 11 дублей. После каждого дубля мы с Русом говорили, да у тебя не получится. Слава, у тебя не получится. Не получится, Едель. Да, сейчас опять Едель по тексту сейчас. Сейчас. Еще анында уже морально сені дайындап тастайды сол нәрсеге. Нет, ішіңнен андай, все равно не болады, қарсылас болады, қарсыласасың. Нет, нифига, я по-своему сейчас сделаю. деп. И 11 дублей делает потом. Я вам хочу открыть одну тайну. Когда был 6-й сезон, вот до этого, да, 6-й сезон? Да. Нас развешивали по всему городу баннеры. Я обожаю эту историю. Баннеры. И там не было шефа. Были все мы, но без шефа. Расскажу, почему не было шефа. Теперь предыстория. Предыстория. Я сплю, Куташу пати басталды, короче. просыпаюсь, смотрю, звонит мне Едель. Время. Время 10 утра или 9 утра. Братан, может, не надо? Он звонил в 7. А, в 7, да? С 7 начал Я звонить. знаю, я знаю, что у вас есть впереди 3 сцены, потом я приезжаю. У меня чуть позже было. Я такой, да, Едель, думал, что-то случилось. Он говорит, салам алейкум, братан. Салам алейкум. Братан, ана постерға суретке түсірейін деп жатырмыз ғой, иә? Иә. Братан, кредит төлеу керек еді негізі. Именно сол күні. Кредит төлеу керек еді негізі. И чё? Ақшасын Ну там же, говорит, ақшасын береді дейді ғой, за то, что на постерах снимают. Я говорю, Едель, ты больной, что ли, говорю? Нас снимают на постеры, развешивают по городу бесплатно. Еще нам деньги должны платить? А что, медиа? И там, слышу, медиа на заднем плане смеется. Тогда я понял, прикинь. Да, и он такой, все, братан, я перезвоню, братан. Все, забудь, короче. Все, я думал, примерно я понял, там медет пранкует, сам по себе угорает. Все, приезжаю на площадку. Шефа нет. Шефа нет. Нет, шеф есть, но он есть, подходит, сидит. шеф. На улице мы сидим, вы да. курите. Что там? Постерға түсеміз ба? Иә. Что, ақша береді дейді ғой? Откуда у вас такая информация, говорю? Кто должен нам, за что нам должны платить? Едель. Нас, говорю, фотографируют. НТК готово разместить нас по всему городу бесплатно. За что они нам платить должны? Нет. Төлесін олар, говорю. Уже заднюю нельзя Уже давать. включился он. Нет, друзько, они же наше лицо берут, да? Какое лицо? Я говорю, не на лимонад же клеют. говорю. Это наш проект. Это наш проект, наш. Они ради нас старые, охуенно. Толя Мессия. Бармен, мама. И, короче, до конца включился он и не пришел на фотосессию. Помнишь еще про гонорар? Да. Гонорар на 7-м сезоне. Нет, шестой был. Не, в шестой. 7-м еще. Нет, 6-й есть, короче. Мы приехали, нас пригласили в на фотосессию НТК. Все, на улице стоим. И Едель такой, братан, қазір білесің ғой да, кішкене по гонорар менде басқа сумма.
түспеймін деген ба? Қандай сумма? Қазір мен ато басқа суммаға түспеймін. Қандай? Мен қазір не буду сумму говорить. Мынандай, ну, короче, сказочная сумма. Күнне. Не күнне, в общем. В общем. Ага. Типа, Вот так и теперь, стою, братан. да, я, в общем, вот так-то, так-то, так-то. Я такой, чё? И там, медет сзади. Братан, ладно, потом сөйлесеміз, братан. Начал, 7 сезон, да. Короче, перед началом 7-го сезона мы встретились с шефом. Шефа друг сидел за рулем автомобиля. Рядом на пассажирском сиденье сидел шеф, я сел сзади, и мы едем. Мы едем куда-то за город. Едем, и шеф говорит, вот. Алгага, вот, мы начинаем скоро. Блин, вообще я соскучился еще в другой город. Это же вообще кайф. Та-та-та-та-та-та-та. Обсуждаем, та-та-та-та-та-та. Я говорю, ну, это моя любимая тема, пранковать. Особенно, когда дело касается денег. Я вообще обожаю такие пранки. Это прямо в цель удары. Я ему говорю, шеф, а насчет гонорара что сказали? Он говорит, ну, не знаю, Рус сказал вот столько-то. Я говорю, я Русу сказал, пошел в жопу, я не буду сниматься. Он И говорит, почему? двойную цену. Он говорит, почему? Я говорю, я назвал X2. ну, называю сумму, которая в 2 раза превышает сумму шефа. Я ему говорю, ну, условно, сейчас условно скажу, условно, не такая сумма, но условно. Я ему Русу сказал, если ты мне не заплатишь 10 миллионов, я не буду сниматься. И он сказал, все хорошо. Я вот так договорил, все хорошо. И пауза. И тишина, просто тишина секунды, 4. И шеф вот так делает. Ты серьезно, ма? Я посмеялся. Я говорю, да нет, говорю, шеф, ты что? Вы же, говорю, знаете, что если патруль, там, в принципе, тамақ берсе, все береміз, потому что это нам нужно, это наше любимое прикол, знаешь, да, занятие. когда шеф звонит ко мне, говорит, Рустам, ты же где-то гонорар қашан түседі? Я говорю, Я же был возле ты же тебя. со мной жил? Ты помнишь? Ты не знаешь, да, эту историю? Он говорит, Жанара была, кажется. гонорар қашан түседі? Ты же мне обещал, говорит, месяц назад или там 2 недели назад. Это было условно. в Семипалатинске. Да. Я говорю, давно же вам поступили? Нет, не поступили. А вы куда поступают вам? В Каспий? Давай, заходите в Каспий, я вам помогу. Ана неге түскені ма? Я такой, ага. Түсіпті екен ғой. Ко мне вопрос есть? Все, вопросов нет. А так 2 недели назад поступили. А что вы не видели? Он просто не заходил даже. Нет, вечером, Хотел наехать еще. вечером мы с шефом куда-то идем, и он говорит, ана гонорар түспейді деп жүрсем, оказывается, ИП-ға түсіпті ғой, то все. Енді қалай шешем? Потом я же помог вам, помните, вы ко мне зашли? И Дишка, по-моему, помог. Нечего. А вы знаете этот прикол, когда едели на 2-м или на 3-м уже сезоне, я не помню, короче, он приходит, короче, говорит, братан, я вот здесь подумал, я не хочу аккордно получать, братан. А что, почему? Ну вот я хочу күнне төлесін, да, маған. Я говорил? Да. Когда говорил? Ну, сейчас я напомню, когда это было. Это все помнят. Я говорю, ну давай күніне, сколько ты хочешь күніне? Давай маған 15 минут төлесін. Условно опять. Условно. Да, условно, да. 15 минут төлесін. А я ему условно говорю. Я вот так сказал ему, Еділь. Короче, аккордно всем так. У всех вот так. У нас примерно плюс-минус сумма одинаковая вся. И у тебя условно, чтобы легче было считать, у тебя 500 тысяч будет. Он такой, братан, 500 тысяч. Давай я хочу аккордно получать. Ой, не аккордно, а за смену. Не, за смену, говорит, за смену. Я за смену хочу получать. За смену хочешь? Да, поэтому... А сколько у тебя смена будет стоить? 15 тысяч. А сколько у тебя смена будет? 20. А сколько это сумма? 300. А сколько я тебе говорю? 500. Ко мне вопрос есть? Нету. Я был... Короче, он просто не посчитал, блядь, не высчитал свои смены. Просто пришел сразу с наездом. Ладно. А оказывается, там у него нормальный гонорар. Он такой, ладно тогда. Ладно. 10 апреля, вправо прими, говорю! Барша қазақстандық көрермендер,
достар, 10 сәуір күні барлық Қазақстанның кинотеатрларында «Патруль» фильмі сіздерге жол тартады. Көріңіздер, өкінбейсіздер. Да, я хочу сказать нашим зрителям, нашим фанатам, людям, которые любят «Патруль», ждут «Патруль», именно этим людям, что не вздумайте сходить туда один раз. Да. Чтобы этот фильм понять, полностью погрузиться в этот фильм, минимум 3 раза надо ходить. Да, потому что это авторский фильм. Некоторые шутки вы можете не понять. Может, где-то какие-то красивые кадры можете пропустить. Поэтому минимум 3 раза, минимум. Так как Едель себе хочет особняк. Аминь. Этот фильм спасет вас от депрессии, от расстройства, от желудка, от всего. Сосын кішкене печеньге пайдалы дейді ғой, Печеньге осы сезон. пайдаланады, настроение көтереді, там, позитив болып шығасың, по-любому. Да, шеф? Солай ма, да? Солай ғой. Поэтому, уважаемый зритель, обязательно сходите на этот фильм. 10 апреля мы вас всех ждем. Это будет, возможно, заключительный фильм, поэтому последний приказ. Ну, возможно, если вам очень сильно понравится, и вы скажете «еще кино», возможно, если мы Иделя уговорим толпой, мы будем снимать 2-й фильм «Патруль». Ну, если логически, чисто логически, я же за логику отвечаю. Да. Если чисто логически, был сериал, был полный метр, у нас остался мюзикл «Патруль», мультфильм «Патруль» и бағанағы авторский. Авторский фильм, да, Да, «Патруль». «Патруль». От госпожи есть, ба? Ладно, давайте ему уже апреля, вправо прими, говорю!